В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Не только проблемы, но и толчок к дальнейшему развитию. Эксперты Ленского клуба обсудили последствия пандемии коронавируса. Остались считанные дни, как Якутия готовится к голосованию по внесению поправок в Конституцию. Стартовал всероссийский конкурс для развития экотуризма. Каковы шансы Якутии? Пандемия принесла не только проблемы, но и дала толчок к дальнейшему развитию НКО, волонтерской деятельности и различных общественно значимых проектов. К такому выводу пришли спикеры заседания «Дальний Восток. Будущее после COVID-19» в рамках Ленского клуба. В Общественной палате России отметили, что многие некоммерческие организации впервые получили поддержку от государства и впервые попали в реестр социально ориентированных. Координатор регионального движения «Волонтеры-медики» Анна Кычкина подчеркнула, что только в Якутии в ряды добровольцев, помогающих пенсионерам и людям с инвалидностями, вступило более 2000 человек. На сегодняшний день один из самых высоких показателей в стране. В России может появиться новое пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку. С таким предложением выступил Национальный родительский комитет. Инициатива уже поступила в Госдуму и правительство России. По словам председателя родительского комитета Ирины Волынец, из-за пандемии коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация. Государство уже выделило средства на пособие детям разных возрастов, однако родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой. Предположительно, дополнительное пособие может стать ежемесячным до конца этого года. Его размер предлагается рассчитывать, исходя из прожиточного минимума, не ниже 2 на члена семьи. Счета россиян за электричество могут вырасти на 20-22% из-за работы из дома и жаркой погоды. К такому выводу пришел эксперт Российского экономического университета имени Плеханова. Он отметил, что, как правило, больше всего электроэнергии тратится на освещение. Далее по энергопотреблению следует холодильник, кондиционер или обогреватель. Эти приборы съедают в среднем по 40-50 киловатт в час. Сюда следует еще прибавить стиральную машину, электроплиту, компьютер. К слову, сейчас Минстрой рассматривает инициативу не увеличивать тарифы за ЖКХ с 1 июля. В ведомстве отметили, что такая инициатива рассматривается на фоне безработицы и снижения доходов населения в условиях пандемии. С 20 июня абитуриенты в Якутии смогут подавать документы для поступления в колледжи региона. Приемная кампания из-за пандемии будет проходить в режиме онлайн. Обо всем по порядку. Дмитрий Тымыров. Особенностью этого года будет подача заявлений от абитуриентов в электронном виде через портал образовательных услуг Якутии. Регистрация заявлений в электронной форме будет доступна с 20 июня на региональном портале образовательных услуг по адресу, который вы видите на своих экранах. Чтобы подать заявление через этот портал, необходимо иметь авторизацию на портале государственных услуг. Распоряжением правительства республики в этом году выделено 6422 бюджетных места. Из них половина на базе среднего и половина на базе 9 класса. Напомним, что все профессиональные образовательные организации региона к приемной кампании этого года начали готовиться еще с марта, где были внесены ряд изменений, а также привели в норму все свои интернет-ресурсы и электронные площадки. Приемная кампания нашей образовательной организации начала работу с 1 марта. На сегодняшний день подкорректированы наши творческие испытания под дистанционный формат приема. Абитуриент с ними может ознакомиться на нашем сайте. С 20 июня все профессиональные учебные заведения региона начинают прием документов. Те СУЗы, у которых имеется обязательство по приему творческих заданий, будут принимать документы от абитуриентов до 15 августа. Остальные средние профессиональные учебные заведения будут принимать электронные заявления до 25 августа включительно. В связи со сложившейся ситуацией, то есть пока не сняты ограничения и соблюдаются все меры касаемо самоизоляции, то на сегодняшний день рассматривается дистанционная форма поступления, в том числе и сдачи творческих испытаний, то есть посредством Zoom,
социальных сетей будет вестись творческое испытание. Нынче на основании приказа министра просвещения Российской Федерации мы будем принимать документы в основном через государственный портал. Можем принять через федеральную почтовую связь, а также через электронную почту образовательного учреждения. Какие требования должны быть? Что сдает, необходимый пакет документов от абитуриента – это копия паспорта, копия аттестата и 4 фотографии 3×4. После приема документов где-то числа 30-31 августа выйдет приказ о зачислении. Тогда абитуриент предоставляет оригинал аттестата, а также медицинскую справку 086У. Также напомним, что по вопросам поступления в учебные заведения можно обратиться по телефонам самих учебных заведений, а также на их официальных сайтах. Помимо всего этого, также работает и телефон горячей линии поступления в СУЗы региона, который вы видите на своих экранах. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Вся страна готовится к голосованию по внесению поправок в основной закон России. Остались считанные дни. Общероссийское голосование пройдет 1 июля. Исполнить гражданский долг можно не по месту регистрации. Для этого нужно подать заявление на любом участке избирательной комиссии или через портал госуслуг. Понадобится документ, удостоверяющий личность. На любом избирательном участке можно открепиться и закрепиться за другим. Все очень просто. Можно выбрать любой участок в пределах округа или другой регион. Голосующий получит вторую часть заявления, где есть QR-код. С ним он приходит в день голосования на тот участок, за которым закрепился. Его уже внесут в список. Для меня важно, что в предлагаемой редакции Конституция Российской Федерации обозначит защиту ее суверенитета России и ее территориальной целостности, а также социально значимые направления, такие как индексация пенсии не реже 1 раза в год и фиксация минимального размера труда не ниже прожиточного минимума. И, конечно же, поправки в части закрепления доступности и качества оказания медицинской помощи на уровне муниципальной, региональной и федеральной власти. Социальный блок, наряду с внесениями изменений в разграничение полномочий исполнительной и судебной власти, а также полномочий президента и Государственного совета, позволит в дальнейшем Российской Федерации уверенно развиваться. Предлагаемые поправки для меня очень важны и необходимы. Я призываю своих знакомых и своих пациентов пойти на голосование и отдать свой голос согласно собственным убеждениям и собственного выбора. С 23 июня в Тампонском районе стартует досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Первые бланки направят в труднодоступные и удаленные местности. Это промышленные предприятия и оленеводческие стада. Подробности у Марии Винокуровой. В этом году впервые для рудника Нежданинская дополнительно создана участковая избирательная комиссия. Для рудника Верхней Минкиче, где работает свыше 100 человек, будет организовано выездное голосование. А для голосования оленеводов Тампонского национального эвенского настега запланирован облет стойбищ. По состоянию на сегодняшний день СИЗы у нас уже на подходе. Везут из города Якутска. Мы работаем в тесном сотрудничестве с администрацией Тампонского района, с главами поселений. Члены участковых комиссий у нас подготовлены. 19 числа мы проводим семинар для наших участковых комиссий. В эти дни в территориальной комиссии и во всех 16 участковых избирательных комиссиях идет прием заявлений для голосования по месту нахождения. Ведется работа по уточнению списков. В настоящее время обращений избирателей в нашу комиссию не было. Но мы надеемся, что население активизируется и примет участие и в подаче заявлений, и в досрочном голосовании, и в голосовании на дому, и проявит свою гражданскую позицию в вопросе голосования по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации. Для проведения безопасного голосования на каждом участке будет организован пост для измерения температуры тела. Также на участках будет находиться не больше 8-12 человек в час. Будут разведены потоки входящих и выводящих. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.
Подготовка полным ходом идет и в Ленском районе. Всего там работает 35 постоянных избирательных комиссий и одна временная на нефтегазоконденсатном месторождении Талакан. Члены комиссии и голосующие будут обеспечены индивидуальными средствами защиты. Это маски, перчатки и ручки. Планируется разметка, все в зависимости от помещения. Смотря какое помещение. Если помещение позволяет, то будут разметки ставить. Если помещение очень маленькое, то будем регулировать поток граждан. Уже в это воскресенье в Хангаласском районе состоится национальный праздник Эсэх Эркени-2020. Основной платформой для проведения праздника в онлайн-формате станет Инстаграм. Трансляция будет идти на 3 аккаунтах. Сейчас вы видите их на своих экранах. Жители района увидят церемонию открытия якутского праздника лета, включая традиционный таюк, обрядовое действие алгыс и обряд окропления кумысом. Все это было снято заранее и будет показано уже в смонтированном виде. Конечно же, еще во время Эсэха есть один вид мероприятий – это и конные скачки, 2 вида – конные скачки и спортивные игры. Вот эти моменты у нас тоже будут транслироваться. И мы сейчас на днях должны запустить афишу, программу Эсэх Эркени-2020 Хангаласского улуса. По времени там все у нас будет расписано. И каждый желающий, не обязательно житель Хангаласского улуса, может запросто войти в наши интернет-ресурсы и посмотреть все мероприятия в онлайн-режиме. Помимо этого, все наши наслега имеют свои и официальные сайты, и интернет-ресурсы, где вы тоже можете зайти, посмотреть, как в ваших наслегах проводятся мероприятия, конкурсы, ритуальные действия, посвященные Эсэху. Стартовал первый всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Его организатором выступает агентство стратегических инициатив в рамках реализации национального проекта «Экология». Главная цель конкурса – выявить лучшие экологические места для туризма в России. Об условиях участия и критериях отбора участников в материале Айсены Бурнашовой. Природный парк «Ленские столбы», Сина, ресурсный резерват Кемпендей, 7 памятников природы, 26 уникальных охраняемых озер. И это не полный список природных богатств Якутии. У республики однозначно есть мощный потенциал для экотуризма. Якутия, если кто-то любит рыбалку, лучших мест в мире на чистейшую северную рыбу вы не найдете. Особо охраняемые природные территории России занимают целых 14% всей площади страны. При этом каждый регион может интегрировать эти территории в экономику. Как сделать это наилучшим образом без вреда для окружающей среды, определит всероссийский конкурс. На первом этапе конкурсная комиссия выберет из большого количества команд топ-30 территорий, которые отправятся на специальную акселерационную программу. В рамках этой акселерационной программы они будут строить финансовые модели, социально-экономические эффекты измерять, они будут делать экспресс-анализ территорий. Создание туристско-рекреационных кластеров будет базироваться на сохранении экологии, работе бизнеса на территории и мнении местных жителей. Принять участие в конкурсе могут региональные междисциплинарные команды. Для этого необходимо оставить заявку на сайте конкурса до 10 июля и выполнить задание. Мы отберем 30 команд, 30 регионов на программу акселерации, где как раз по критериям это и команда, это и экономически обоснованная финансовая модель проекта, это и понимание, как привлекать турпоток, рассчитанная антропогенная нагрузка. Очень важный критерий как раз утилизация отходов в национальном парке-заповеднике. Решение о 30 лучших командах будет принято конкурсной комиссией 28 июля. Сам конкурс завершится 16 октября. И именно тогда комиссия объявит победителей 10 пилотных территорий с лучшими решениями. По мнению организаторов, внедрение новой модели экотуризма позволит региону не только стать привлекательным для инвесторов, но и сохранить природное богатство. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.